Во Львове прошла акция в поддержку украинских политзаключенных. В частности, активисты организации «Автономное сопротивление» призвали Кремль прекратить нарушение прав крымских татар в Крыму. А в Киеве под стенами российского посольства требовали свободу украинским военнопленным. Активисты призвали мировое сообщество усилить давление на страну-агрессора. Олег пришел ради собратьев, заключенных в России. Говорит, не верит, что украинских пленных нельзя освободить. Он считает, что украинцы стали забывать о реальной ситуации в Украине, а власть почти ничего не делает. Це акція нагадування, можна так сказати, тому що стали забувати про те, що в полоні, про те, що Росія досі працює, про те, що взяли Романа Сущенка як чергову жертву, яку треба показати самий справедливий суд в лапках в Росії. Ця акція, вона направлена за всіх полонених, але наразі йде акцент на тому, що Росія відпустила всіх тих, кого взяли в заручники саме в России. Несмотря на дождь, под посольство пришло много активистов. Эту акцию проводят и за пределами Украины. Я так само через Фейсбук закликала долучитися українців до цієї акції, долучитися світову спільноту до цієї акції, але це міжнародна акція, яка сьогодні проходить в багатьох країнах світу, містах, і так само проходить в Україні. Ми сподіваємось на те, що знову сколихне весь світ під українське питання. Зрозуміло, що люди начебто втомилися, зараз люди менше виходять на акції, менше підтримують, але ми не маємо на то права. Зараз треба посилювати український вплив в світі, тому що наші люди продовжують залишатися як в полоні в Росії, так і в полоні на Сході. По предварительным данным, в тюрьмах России содержится 38 граждан Украины, но, учитывая репрессии против крымских татар, точной цифры нет. Мы пришли на эту акцию, чтобы поддержать заложников, которые сидят в Российской Федерации, в тюрьмах Российской Федерации, напомнить российским и украинским властям о том, что ребят нужно вызволять и возвращать в Украину, и выразить какую-то солидарность всем им. Я просто считаю, что это действительно важно, и это наша гражданская ответственность поддерживать тех людей, которые страдают незаконно. Участники акции уверены, что мировое сообщество должно сделать выводы из ситуации в Украине и усилить давление на Россию. Лидия Полянская, Ислам Пенка, Заман, АТР.